Мы сейчас с вами последовательно от каждой группы выслушаем короткий доклад, который выглядит так. Когда мы говорили космос, например, мы имели в виду вот это и вот это. Понятно, да? Когда мы говорили духовность, мы говорили вот это и вот это. Для чего нам это нужно? Вы же понимаете, что про будущее говорить не очень просто. Да? То есть ты называешь слово, все говорят проектное управление или экология. И все такие, ну да, наверное, экология, да, классно. Проектное управление тоже неплохо. Но выбрать из этих двух слов, ну ты можешь только если вдруг ты очень в теме эксперт, или если вдруг человек объяснил тебе, что это ценно и осмысленно. Поэтому, чем точнее вы скажете, что вы имели в виду, чем точнее, тем лучше. Почему? Потому что тогда на следующем этапе мы с вами сможем выбрать, что это не просто космос, а, например, что-то, которое, что имеется в виду под этим словом. Ну давайте, давайте вот с этой группы начнем. Начинайте. У вас краткая сестра таланта и мачеха гонорара. Поэтому вы первые. Да. Да. Пожалуйста, тему и после этого какая-то короткая расшифровка, что вы имели в виду. Ренат сейчас будет. Так, для нашей группы хозяин подразумевается, человек, то есть любой человек может быть хозяином. Чем хозяин будет управлять через 100 лет? Первое, это также технологиями, как и сейчас. Технологии в данное время развиваются, и развивает его человек, соответственно, хозяин. Второе, как-то слышал в одном из фильмов был такой вот диалог между людьми, что в каком году мы полетели в космос? В каком? Первом. В 61 году, как думаете, что думали в 2020 году? Мы уже обуздаем космос, правильно? В то время так думали, когда был первый полет. Мы его так его не обуздали. Сейчас в данное время выделяются большие космические денежные средства, чтобы обуздать тот же самый космос, да? И надеюсь, что через 100 лет это наконец-таки произойдет, и человек будет управлять космосом. Одну из планет там, и так далее. Ну, в общем, понятно, да? И третье, как и сегодня. 100 лет назад, как и в настоящее время, как и через 100 лет будет так же, что человек будет управлять людьми. Но вы же понимаете, давайте я у вас спрошу, вы же понимаете, что слово управление это не слово влияние. Ну, я могу влиять на людей, но управлять людьми, как 100 лет назад, сложно, во-первых, потому что у нас рабовладение отменили. Да, согласен. Некоторое время назад. Как говорит, надо, пора бы о душе подумать. Да? Помните, да, говорит, душ 200-300 было бы неплохо. Вот, понимаете, когда вы говорите управление людьми, как 100 лет назад и как сейчас, мне кажется, вы лукавите. Или скажите, что вы понимаете под управлением людьми. Это очень важно. Управлять, направлять людей, контролировать. Это все, в моем понимании, управление. Чипированные люди. Не за горами. Там есть в одном из докладов, по-моему, прям есть. Да. Хорошо, спасибо. Итак, технологии, которые позволяют человеку развиваться, вы такую фокусировку не вообще технологии, а технологии, которые позволяют, как сейчас технологии позволяют человеку, например, что-то добывать, перерабатывать, они позволяют человеку развиваться. Космос, как новое пространство входа. И управление людьми, куда входит у нас контроль, направление усилий, да, направление, там, не знаю, внимания и так далее. Хорошо, спасибо. Спасибо. У нас есть 3 пункта. Все ваши пункты мы дальше будем здесь дописывать. Хороший листочек, небольшой. Да, прям прекрасно. Так, пожалуйста, следующий. Напоминаю, 3 пункта. Да. Если вдруг вы выбирали пункты, которые повторяют эти, ничего страшного, мы просто здесь, добавим. Пожалуйста. Добрый день всем. Мы тут, самое у нас
Через 100 лет, конечно же, мы же сейчас, нанотехнологии у нас сейчас только развиваются, а через 100 лет они уже давно будут освоены и так далее. И Скорее. актуальной станет экологическая ценность природы, которая сейчас у нас отношение к экологии как-то не по-хозяйски, да, мы к ней относимся. Все земли к тому времени будут освоены, у них будут собственники уже, когда сейчас у нас не все же, не все в собственности. Так, если собственником сейчас больших территорий является государство, то тогда будут уже люди, каждый человек, ну какой, они будут иметь своего хозяина, клочок земли. И этот клочок земли будет иметь большую ценность. И возрастет ценность, потребность в натуральных продуктах. Ну, сейчас она есть, да? Но тогда будет уже дефицит этих натуральных продуктов. Ну и люди того времени, через 100 лет, уже будут осваивать другие планеты, не только Земля. Все. То есть у вас экологически... Поведение человека изменится. А вот расскажите, пожалуйста, про поведение Ценности человека. природы, экологии, она будет... Вы говорите, у вас первое основное из выборов это экологическая ценность и природы и земли, которая будет в управлении человеком, да? Дальше говорите, поскольку ее будет мало, видимо, придется идти в другое пространство, и вы говорите, вот, например, другие планеты. Но поскольку эта ценность будет такой, вот эта ценность своего, то и поведение человека изменится. И отношение, собственно, изменится. Хорошо, спасибо. Мышление. Спасибо. Давайте я напишу здесь. Экологическая ценность. Да? Дальше. Другие планеты, космос. Да? Вот так. Потому что когда... Ренат, да? Да, когда он... Правильно? Ренат, да. Когда он делал доклад, он как раз сказал, что космос в смысле освоения, например, какой-то новой планеты. Вот очень похоже, мне кажется, вот здесь. Ну, можно заново. И третье, это поведение. Поведение человека, ценности, да? Поведение и ценности. Потому что оно будет меняться. Мы говорим, как изменится или чем управлять человеком? Чем управлять? Чем управлять? Поведением и ценностью человека как управлять? Это очевидно. А вот, видимо, так. Навязывание, то есть. Но смотрите, вот здесь, когда говорили про людьми, это прям про контроль, про мониторинг. А поведение, ну а ценности другое. На самом деле, может быть и так. Нет, смотрите, можем пятый не писать. Может быть правда, может быть это не особо Человек такой может менять свое поведение. Вот. Что это не ему будут менять поведение, а человек. он сам сможет Да. менять свое поведение и ценности. Да. Управлять своим поведением. Да, сам. То есть не человеком будут управлять. Вот это различие, мне кажется, есть. Хорошо, спасибо. Третий доклад. Давайте посмотрим, чем мы еще можем попробовать поуправлять. Так, ну мы здесь собрали все идеи, которые пришли. Ага. Но выберите три. Да, мы выбираем три, и мы берем именно в разрезе одного человека, именно хозяина самого. А не государство. То есть мы берем именно вот, как вот сказала предыдущая группа, да, вот природы, недра земли именно по экологии. То есть сам один человек уже через 100 лет будет управлять именно определенными своими недрами, именно своей землей, а не государство будет ими руководить. Второе, мы взяли то, что человек будет управлять IT-технологиями. Но тут IT-технологии у нас переплетается сразу со следующим пунктом, то есть он будет управлять своим здоровьем. То есть те же IT-технологии позволят самому человеку, хозяину, уже определять именно свое здоровье, когда нужно будет делать трансплантацию, как мне завести свою семью, какие дети у меня появятся. То есть это все переплетается через IT-технологии, и человек сам хозяин своей жизни, своей судьбы будет управлять своим здоровьем, своими IT-технологиями, которые ему необходимы. Ну и в разрезе государства мы также определили космос, то есть ну так. Хорошо. Итак, вы выделили недра,
Вот мне кажется, это важно. Скажите, группа, которая про экологическую ценность разговаривала, можем ли мы сюда написать в скобках недра? Группа, да, скажите, вот про экологическую ценность, что человек будет управлять вот этим своим Светлана. но вот с такой ценностью, Можно. что он не жрать будет это все, а он будет работать Вообще экономно. поменяется отношение. Тогда я вот так делаю, да, недра. Вот здесь. Недра, да. И ставлю галочку. Теперь смотрите, вот можно технологии написать сюда, потому что первый доклад, да, шла речь о том, что это технологии развития человека. Да. Но вот мне кажется, что если мы здесь говорим IT и здоровье, это такая особая фокусировка. Вот когда вы обсуждали здесь технологии, вы кроме этих технологий какие еще упоминали? Или это просто был вот блок какой-то? Потому что тут же тоже технологии есть в этой части. Будем жить У нас тоже нанотехнология есть. Вот сейчас, да, вот скажите, вы какие технологии в группе обсуждали первые? Искусственный интеллект. Ну то есть это более широкая история. Ага. То есть здесь технологии. Роботы. роботизация. Что ли? Там будет настолько автоматизировано, что человек будет уже свободен. Вот этих проблем бытовых. Ну то есть Человека это может заменить автоматизация. робот. Да. Автоматизация. А это IT и здоровье сбережения. Раздельно их пишем или вместе? Давайте отдельно здоровье, отдельно IT, потому что IT, мне кажется, вот сюда уходит, в автоматизацию. А вот здоровье сбережения это прям сбережение. Это что у нас? Ну, медицина. Тех. Вот так. Так. И космос. Дополнительную галочку про космос тоже. Оно у нас есть. Так, 4-й доклад. Пожалуйста. Сейчас найдем. Вот здесь, наверное, да. Вот она. Да. Давайте. Итак, через 100 лет нас ждет то, что нас ждет. В общем, Хорошо сказано. Самую точку. Да, мы пришли к тому, что мы стремимся к тому, чтобы отдохнуть, мы стремимся ничего не делать, развиваться духовно. И в итоге через 100 лет, если у нас все получится, то мы сможем управлять только своей духовностью и своим здоровьем. А всем остальным будет заниматься, роботизацией, управлять роботами, чтобы они занимались нашей деятельностью. И если простыми словами, все вот это, если это изменение, а касаемо управления, мы будем сидеть и медитировать. В общем, как-то так. И это можно говорить о том, что это не с позитивной точки зрения. И нам сейчас, в настоящий момент, все вот это говорит о том, что надо задуматься, как сказал Николай, о том, что о ценностях наших. Мы разве хотим добиться того, чтобы мы лежали и за нас все делали роботы? Нет, нам нужна какая-то ценность, духовность. И да, через 100 лет нам будет нечем управлять. Это не обесценивать. Нечем управлять. Да? Да. Почему? Ну, давайте. Рановато. Везде будут Через роботы. тысячелетия. Все технологии как бы только вспомогательные, да? Да, ну вот роботами высшей цепочки, надеюсь, будет человек. Все вспомогательное, все это. Ну, а смотрите, автоматизацию я нарисовал галочку за вами, духовный записал, здоровье сбережения написал. Он нечем управлять, но я его записал, потому что на самом деле нет. Смотрите, во-первых, Все бескостное. но Это как коммунизм это нас просто учили. очень интересная ситуация, когда вдруг внезапно выясняется, что управлять-то не надо. Ну, то есть ты просто как бы живешь. Да? Уже все. Скажите, а вот этот ваш 4-й пункт про управление уровнем жизни, это про что? Она сейчас домой пошла. Управлять. Мы цитаты собираем, и это классная цитата. Она дальше пошла управлять. Она вернется? Хорошо. Как управиться придет. Поуправлять уровнем жизни вернется. Хорошо. Ну, смотрите, значит, давайте тогда пока этот пункт не дописываем. Вот у нас с вами что получилось. Значит, у нас с вами получилось 6, 7, 8
пунктов, которые можно оценить с точки зрения вот этой самой перспективы в 100 лет. Итак, технологии автоматизации, широко технологии, всякие разные, от искусственного интеллекта до робототехники. То есть то, что высвобождает нам время. Дальше, космос, управление людьми, это, ну, видимо, это социотехнологии, да, ну, то есть вот общественные. Экологическая ценность управления недрами на той земле, которая тебе принадлежит. Управление своим поведением и своими ценностями. То есть человек сам, вот если здесь это управление обществом, то здесь это управление самим собой. Здоровье и сбережение, как медицинские технологии, как технологии здоровья и прочее. Духовность, очень сложное слово. Ну, то есть это надо еще понять, что это такое. Но вот здесь у вас расшифровано развитие личности. Да? Да, развитие личности. Я думаю, что вот 5 от 7 отличается тем, что здесь это индивидуальность, то есть это человек, а вот здесь, видимо, есть какая-то культурная основа. Да, то есть тут ты работаешь в логике эффективности, да. Вот то, что вы в одной из групп, помните, мы говорили 100 лет назад, человек про место думал, как строится. А вот духовность, это, видимо, про то, что он должен на себе удержать. Не растерять. Да, не растерять. И, наконец, нечем управлять. Как мы сейчас с вами действуем? Мы сейчас с вами будем... Сейчас я аккуратно это перепишу. Да. Вот эти 8 пунктов прошу. Коллеги, у кого у нас хороший почерк? Я не очень хорошо пишу. Помогите мне, пожалуйста. Девочки, Да, давай. Да, у меня папа врач, я у него учился. У него каллиграфический почерк, у меня нет. Значит, как мы сейчас с вами действуем? Значит, вот смотрите. Переписали. Да. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Значит, у нас с вами сейчас будет такое пространство, в котором вы будете работать сами. Вот туда, да. То есть вы сейчас будете работать каждый сам за себя. Сейчас я объясню, что это такое. Значит, нам надо сейчас перейти из пункта, чем будет управлять, в пункт, чем хочет управлять. Вот считаем, что эти 20 человек, которые присутствуют здесь, они теперь имеют право определить повестку на 100 лет вперед. Ну, вы хозяева жизни. Ну, давайте теперь про это подумаем. Как мы это делаем? Мы с вами будем голосовать в 5 столбиках. Сейчас мы поставим перчатки, приклеим, чтобы у нас были длинные линии. И вы будете голосовать следующим образом. Первый столбик. Вы смотрите на эти 8 пунктов и говорите: вот у меня есть свое личное время, свои компетенции, свои ресурсы, да, своя воля, свое желание. Я из этих 8 хочу управлять 1, 4 и 5. Вот я буду туда вкладываться. Это то, ну, кто-то, может быть, из вас в космос вкладывается. Вот я знаю, например, в Якутске есть целая большая группа, которая сейчас таранит космос. Они Илону Маску пишут, да, прям реально вот занимаются. Но вот я могу сказать, вот я, например, космосом не буду заниматься. Ну, потому что это тяжело, потому что я не понимаю, как это там самореализоваться. А есть какие-то вещи, в которые я хочу вложиться лично. И вы говорите, лично из этих 8 я вкладываюсь вот 1, 2, 3. Прям ставите 3 точки или 3 галочки напротив этих пунктов. Второй столбик. Вы смотрите на этот список и говорите, из этих 8 пунктов, с моей точки зрения, 100 лет наступят быстрее вот здесь. То есть мы скорее научимся управлять пакетом автоматизированных технологий, чем, например, экологической ценностью или здоровье и сбережение. Вот я считаю, что раньше всего из этих 8 пунктов случится вот это будущее. Третий столбик. Наоборот, вы говорите, из этих 8 пунктов вот это вообще, да, по одному. Да. Начиная со второго столбика вы всегда голосуете за одно. В первом вы 3 голоса ставите, а дальше по одному. Итак, второй столбик. Вы говорите, что будет быстрее всего случиться. В третьем вы говорите, о нет, что случится дальше всего или не случится никогда. Ну, то есть это такое, знаете, верю, не верю. Вот мы во втором, третьем столбике играем с вами в верю, не верю. И, наконец, еще 2 пункта, очень важных. 4 столбик. Ну, прям оно будет висеть как памятка, чтобы вы понимали. Вы должны будете из этих 8 пунктов выбрать то, что с вашей точки зрения может стать целевым ориентиром района.
Вы говорите, вот мы берем район, Хангалас, и говорим, из этих 8, если мы будем выбирать, то мы скорее выберем из этих 8 вот это. Да? И, наконец, 5-й столбик, вы говорите, но мы в составе республики. А вот если у республики будет возможность сделать ставку, мы считаем, что из этих 8 республика должна сделать вот такую ставку. Итак, первый столбик, 3 важных, для меня лично, в которые я готов вкладываться. Второй столбик, верю, что это случится быстрее, чем остальные. Третий столбик, верю, не верю, что это вообще когда-либо случится. Если случится, то это будет очень нескоро. Четвертое. Если бы я выбирал ставку района, стратегический ход района на 100 лет, я бы из этих 8 выбрал вот это. Ну, потому что я понимаю, например, что район обеспечен этой компетенцией, что район, там, так ему нужно выгодно развиваться и так далее. И, наконец, 5. Ну и если мы говорим про республику, то в республике мы бы делали вот так. Вот такие 5 голосов. Все. Вот смотрите, очень, так сказать, табличка у нас такая получилась. Понятно, значит. Но, если я правильно понимаю, этот коллектив вкладывается в здоровье и сбережение в первую очередь, да? Во вторую очередь. Вторая очередь это технологии, правильно? Экологическая ценность и развитие личности. Вот у нас такой рейтинг. Все, остальное как бы тоже есть, но вот есть совсем как на минималку управление людьми и отсутствие управления. Есть вот 2 блока, которые космос и поведение и ценности себя самого, которые в принципе в этой аудитории тоже являются вполне себе ценными направлениями. Теперь, быстрее всего однозначно принято, что будет блок технологий. Да? Дальше всего космос. И на втором месте ситуация, когда будет нечем управлять. Ну, то есть, как это, мы себе всегда найдем, так сказать, чем порулить. Да. Теперь смотрите, вот интересная штука. Муниципалитет говорит, что управление людьми и управление экологической ценностью — это ставочные стратегические конструкции. Муниципалитет. А республиканская стратегия тоже экологическая ценность, но еще и технологии здоровья сбережения. Ну, видимо, потому. Вот теперь смотрите, теперь давайте с этой таблицей попробуем поработать, как нам как. Вот самое интересное для меня это вот эта строчка. Вот это. То есть, смотрите, вкладываться в это никто не хочет. Смотрите. Дальше, смотрите. Но по какой-то причине это зона ответственности муниципалитета. Смотрите, но не республики. То есть, получается интересно. Так, но, ладно, это как-нибудь само собой случится, республика не лезь. Понимаете? Вот, да, вроде бы, да? Интерпретация такая. Дальше, еще одна штука. Экологическая ценность, смотрите, это разделяемая ценность и на уровне места, и на уровне республики. Причем хорошо разделяемая ценность. Со здоровьем-сбережением ситуация другая. Вы говорите, так, очень важно лично для меня, республика давай. Ситуация обратная, да? Понимаете, да? Ну и есть, например, ну, как бы вот с моей точки зрения вот этот пункт, он, ну, его обязательно важно проинтерпретировать. Сейчас я объясню. Вот смотрите, вы говорите, это лично для меня очень важно, но я не вижу никого, кто мог бы мне в этом помочь. То есть это ответственность моя собственность. Да. Если я не начну это делать, то ничего не случится. Хотя, видите, да, есть голоса. Видимо, это те, кто способен эту повестку тащить и на уровень муниципалитета,
и на уровень республики, это, например, какие-то подветы, которые отвечают за духовность, за культурное развитие и так далее. Ну и с космосом все ясно. Он где-то. Не достигаем. Но смотрите, но он интересен. Вот это важно. Да, не первым темпом, но тем не менее все равно голоса есть. Вот такая у нас с вами ситуация. Если бы эти 20 человек принимали решение за развитие районной республики и так бы ранжировали эти тематики. Вот у нас такая бы карта получилась. Вот считаем это наш с вами 100-летний ход.